Спорный вопрос. Мусульманская аналитическая программа. Ассаламу алейкум, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на программе «Спорный вопрос». У нас сегодня гость, заместитель муфтия Духовного управления мусульман Крыма Айдер Исмаилов. Ассаламу алейкум, Айдер Уджа. Алейкум салям. Сегодня у нас такой вопрос интересный и, я даже сказал бы, насущный. Сегодня мы давайте поговорим про такую интересную тему, про путешествие, передвижение женщины в одиночку. Давайте обозначим, во-первых, как это называется в исламе и какие есть моменты, которые бы могли бы вначале разъяснить для будущего понимания. Путешествие в исламе обозначается словом «сефер». Почему особо обсуждается тема путешествия женщины? Потому что женщине придается особое внимание в исламе, и есть положение, нормы нашей религии, которые направлены на то, чтобы оградить женщину от каких-то посягательств, от каких-то неприятных моментов, которые могут произойти, когда она одна. Вот именно по этой причине есть выражение посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, а также мнение мусульманских ученых в классическом исламском праве, которые говорят о неком ограничении на путешествие женщины одной. Мнения эти различные, и они исходят из хадисов пророка. Я думаю, давайте мы сперва зачитаем некоторые хадисы по этой теме, озвучим мнения, существующие в классическом, скажем, правовом учении, а потом мы попытаемся их проанализировать. По преданию от Абу Саида аль-Худри посланник Аллаха сказал: «Женщине, верующей в Аллаха и судный день, не дозволено без отца или сына, мужа или брата, или же без того, с кем никях запрещен, то есть махрам имеется в виду, пускаться в путь длительностью 3 и более дней». Хадис передан в сборнике хадисов Муслима под заголовком «Хадж», 423 хадис. Следующее предание от пророка. Саидуна Абу Саид аль-Худри также, то есть и тот же самый передатчик получается, рассказывает, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Не позволяйте женщине отправляться в путь, который превышает 3 дня, если ее не сопровождает муж или махрам». Тоже в Сахих Муслиме. Также от Саида аль-Худри, тот же самый передатчик, говорит: посланник Аллаха запретил женщине выходить в 2-дневный путь, если рядом нет мужа или близкого родственника махрам. То есть здесь уже 2-дневный путь, как мы видим, 3, и здесь уже продолжительность пути поменялась. От Абу Хурейры передается, что посланник Аллаха сказал следующее: запрещено женщине, которая верует в Аллаха и в судный день, путешествовать на расстоянии, равное расстоянию, которое проходит за 1 день и 1 ночь, без сопровождения махрама. Хадис и в Бухари, и в Муслиме тоже переводится. Абдуллах ибн Умар, да будет доволен имя Аллах и им, и его отцом Умар бин Хаттабом, передает: женщине нельзя отправляться в 3-дневный путь, кроме как с махрамом. И от Ибн Аббаса также есть хадис, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: женщине нельзя путешествовать, кроме как в сопровождении махрама, и мужчине нельзя входить к женщине, если с ней нет махрама. Вот то, что последняя часть, нельзя мужчине входить, когда женщина одна, это называется хальвет. Да, действительно, если нет доступа посторонних лиц, то чужие друг другу мужчина и женщина, то есть которые могут сочетаться никяхом, они без доступа посторонних лиц в закрытом помещении, с запертыми, например, на замок дверями и так далее, одни находиться не могут. Третьим будет шайтан. Да, третьим будет шайтан, да, есть другие хадисы по этому поводу. Возвращаясь к нашей теме, хотелось бы отметить, что вот исходя из хадисов, особенно которые я процитировал первыми, ханафитские ученые приходят к выводу, что женщина одна не может отправляться в путь продолжительностью
3 дня, 3 и более дней. А если путь занимает меньшее время, меньше 3 дней, то женщина одна может быть в пути. Вот. Здесь, исходя из этих хадисов, также наши ученые провели, скажем, изучение всех выводов по этому поводу. В частности, например, имам Тахави в своем труде Шерху Мианиль Асар говорит, что по этому поводу есть 5 мнений ученых. Женщина вообще не может ехать в путь без махрам. Есть еще другие хадисы, просто я не все перечислил. Женщина может отправиться в путь на расстоянии меньше 1 берида. А на большее расстояние не может. Берид, сразу скажем, это примерно 22,5 километра. 22,5 километра. Примерно. 22-23 километра. Это, можно наверное, так сколько озвучить. человек может пройти пешком в день, да? Совершенно верно, да. Потому что берит, например, это еще и переводится с арабского как почта. То есть почтальон, например, 1 день, если в пути бывает, то это дневной путь, за который человек, например, от рассвета, не напрягаясь, спокойным шагом может пройти до следующего места остановки. В древности караван-сараи точно так же располагались на расстоянии 1 берида друг от друга, чтобы человек заночевал, утром встал, позавтракал, вышел в путь спокойно караваном или пешком, и до наступления темноты, чтобы он имел возможность опять найти себе ночлег, остановиться. Караваны тоже располагались на таком расстоянии. Караван-сарай, я извиняюсь, и в Крыму в том числе. Это у нас 2 мнение было. 3 мнение: не может отправляться в путь на расстоянии 1 дня пути, в хадисах об этом говорилось, на расстоянии 2 дней пути. И 5 мнение: на расстоянии 3 дней пути. Тахави отмечает, что последний иджтихад относится к ханафитским ученым, и его доказательства более сильные. Но мы не будем рассматривать, какие доказательства более сильные, более слабые. Если озвучивается мнение одного из 4 мазхабов, или ученые принадлежат к одному из 4 мазхабов, то значит это мазхабы достоверные, мнения тоже достоверные, опираются как на хадисы, так и на здравую логику, на объективный анализ, поэтому они все имеют место быть. То есть это все мнение в рамках эхли сунна валь джамаат. Таким образом, например, некоторые современные ученые, как, например, Хайреддин Караман, профессор, доктор, известный человек, например, в Турции, правовед, говорит: если женщина может достичь места путешествия раньше 3 дней, то, начиная с ханафитов, многие ученые мазхабов не видят проблем в том, чтобы женщина выходила в путь без махрама, если раньше 3 дней может достичь. Если же она отправляется в более продолжительное путешествие, то рассматривается вопрос безопасности пути и самого путешествия. Если безопасность обеспечена, то приведенный выше хадис от Ади бин Хатема открыто говорит нам о том, что это дозволено. И мнения еще других ученых. Я в целом обозначил нашу проблематику. Я не все хадисы процитировал, которые касаются нашей темы. Есть, кроме этих 5 озвученных мнений в классическом фикхе, есть мнение, например, в шафиитском мазхабе, где говорится, что женщина одна в группе женщин богобоязненных может отправиться в хадж. То есть это, получается, компания, выполняет как сопровождающую функцию, да, махрам, получается? Да, совершенно верно. То есть они друг другу в пути помогают таким образом. Это мнение имама Шафии, например, в шафиитском мазхабе. Есть другие ученые, современные ученые, которые говорят, что как и, например, было озвучено, если больше 3 дней пути, то здесь суть, почему пророк ограничивал возможность путешествия женщине одной, потому что переживал за ее безопасность. Мы представляем аравийскую пустыню 1400 лет назад, что женщина одна путешествует не
не в развитой инфраструктурной среде и не на современном автомобиле, понятное дело, и не так быстро покрывает это расстояние, а она идет одна или на верблюде, или пешком в пустыне, то здесь она может подвергнуться нападению и, скажем, преступников, бандитов, вот, с целью ограбления и так далее, а также может подвергнуться нападению диких зверей, то есть на тот момент. Поэтому со всех сторон, естественно, в данных условиях женщине одной путешествовать с точки зрения ее безопасности, защиты жизни, имущества и чести было нецелесообразно. Поэтому такие ограничения выводились. По мере распространения ислама на Аравийском полуострове, когда люди уже начинали бояться Аллаха, уже больше борьба, значит, с преступностью на дорогах велась периодически во время пророка, то Было уже понятие, что типа полиции, наверное, да, участковых таких, ну, имеется в виду, что на раннем этапе. в целом культура взаимоотношений, Да. уровень нравственности, он повышался, и поэтому условия безопасности улучшались. И поэтому можно сделать вывод, что уже расстояние, на которое женщина могла одна выйти в путь, потихонечку увеличивалось. То есть в первое время ислама оно более ограничивалось, а тем более еще было состояние, что мусульмане или с мусульманами враждовали другие племена. Да, то есть, понятно, в военное время они могли и захватить женщину в плен, например, или нанести какой-то урон и так далее. То есть просто ситуация была небезопасная. Поэтому слова пророка необходимо понимать именно в том историческом контексте, в котором они были сказаны. Так вот, учитывая все и конъюнктуру, условия жизни, есть ученые, которые высказывают, как я уже сказал, тоже, что основное – это обеспечение безопасности женщины. И если эта безопасность жизни, имущества и чести обеспечивается, то, в принципе, женщина может и одна путешествовать, проблем никаких нету. И об этом, кстати, и говорит, например, даже мнение имама Шафии в том числе, потому что с точки зрения обеспечения безопасности нет разницы, с какой целью ты выходишь в путь. То есть, то ли это путешествие с целью хаджа или с целью посетить, например, родных. Вот. Кроме того, есть еще другие хадисы очень интересные, в которых открыто об этом говорится. То есть, это не просто вывод. На то есть слова пророка. И вот один из этих хадисов, который передается в Бухари, например, Ади бин Хатим рассказывает, это сподвижник, когда, говорит, я был в городе пророка в Медине, к нему подошел один человек и пожаловался на бедность. Потом подошел другой человек и пожаловался на бандитизм на дорогах. После этого посланник Аллаха повернулся ко мне и спросил: Ади, ты видел город Хира? Хира – это город в современном Ираке, примерно 3 мили от Багдада, говорится. Я слышал о нем, он говорит, но там не был, ответил сподвижник. И пророк сказал ему: если проживешь долго, то ты обязательно увидишь, как женщина на верблюдице выйдет из Хиры, из этого города, из Ирака, чтобы совершить таваф Каабы и не будет бояться никого, кроме Аллаха. Ади бин Хатим говорит: я про себя подумал, а как же быть с разбойниками племени Тай, которые на всех нападают? То есть, видите, даже он подтверждает, что на дорогах в то время бандитизм процветал. Значит, караваны даже грабили и так далее. И даже конкретно назвал племя, которое занималось разбоем. В продолжении хадиса пророк сказал, что настанет день, когда сокровищницы Ирана достанутся мусульманам,
и люди из-за достатка не будут знать, кому отдать свой зекят. А также он поощрил людей совершать добро, пока есть возможность. Дальше. И вот Ади бин Хатим продолжает, он говорит: «Я видел, как женщина из Хиры вышла одна в путь и никого не опасаясь, не боясь, а боясь только Аллаха, пришла и совершила таваф вокруг Каабы. Вот. А также я видел, как завладели сокровищами Ирана. А кому, говорит, Бог даст жизнь, он увидит и остальное. То есть, что настанет благоденствие и некому будет давать зекят. То Это, есть, по-моему, случилось бедных людей не останется. При Умаре, да? При Омаре бин Абдуль-Азизе. Да. Уже еще позже. То есть, видимо, Ади бин Хатим уже не увидел это. Но, видите, он, передавая хадис, он еще и свои наблюдения тоже передает и подтверждает слова пророка, что все, что он сказал, оно было выполнено. А в то время, например, мусульмане не могли мечтать о том, что они откроют земли Ирана, например, и так далее, и тому подобное. Но это уже другая тема. А то, что нас касается, это конкретно в этом хадисе говорится, что если обеспечивается безопасность, то есть будет настолько безопасно, что женщина никого не будет бояться, кроме Аллаха, и сможет из Ирака совершить путешествие в Мекку, а это сотни и сотни километров. То есть по меркам того дня женщина, наверное, совершала бы путешествие не 3 дня и не 5 дней, а несколько недель. Вот она бы шла, и это произошло, говорит Ади бин Хатим, что интересно. И хадис это достоверный, поэтому мусульманские ученые, которые говорят, что ограничение в путешествии может быть только из-за, скажем, условий безопасности, вот, они ссылаются на данный хадис. Есть также другой риваят, где во время Умара бин Аль-Хаттаба он, значит, наших матерей, жен пророка, отправил в хадж в сопровождении Абдурахман бин Ауфа и Османа бин Аффана. То есть Хазрет Айше в том числе, они отправились в хадж. Абдурахман бин Ауф и Осман бин Аффан не являются махрамами для Хазрет Айше в частности. Вот. Но Омар бин Хаттаб это, скажем, зная это, в сопровождении 2 сподвижников, которые, по сути дела, являются для жен пророка чужими мужчинами, он отправил их в махрам. В хадж, я извиняюсь. Давайте тогда скажем, что такое махрам. Это мужчины, близкие родственники женщины, с которыми ей сочетаться никяхом категорически запрещено. То есть, это такие люди, как отец, брат, дядя родной, дедушка, молочные братья, молочный отец, например, и так далее. Самые близкие родственники, мужчины. Вот, они считаются махрамами. Следовательно, в данном случае некоторые объясняют вот этот вот случай, который произошел во время Хазрета Умара. Они говорят, что в Коране есть аят, где говорится, что жены пророка являются матерями правоверных, а следовательно они были махрамами или те мужчины были махрамами для жен пророка, так как они матери правоверных, то есть матери всех мужчин. Обобщающий статус такой. Да, такой статус, поэтому, скажем, это не противоречит хадисам, в которых говорится, что чтобы без махрама больше, чем на 3 дня пути не отпускали. Однако, махрам, мы сказали, это близкий мужчина, кровное или молочное родство должно быть.
Следовательно, если у мужчины есть статус махрам, то женщина перед своими махрамами, она не только не может за них замуж выходить, а еще она может, например, без хиджаба рядом с ними находиться. Она может их обнимать, целовать. То есть это дочка, дочь с отцом. Близкий человек уже Да, стал. близкие люди, мать с сыном, брат с сестрой и так далее. Вот, какие отношения бывают. Но мы разве можем сказать, что жены пророка могли, например, без платка выходить на улицу? Или же они выходили на улицу? Нет. Что они могли, например, иметь физический контакт с любым мужчиной, например. У них вообще был Нет. запрет, по-моему, что они За- не должны были уже жениться, в смысле замуж выходить. Так вот, как раз таки я об этом и говорю, что объявление, что жены пророка являются матерями правоверных, это их духовный статус, который запрещает им после смерти пророка выходить замуж за других мужчин. Мгм. Но это не говорит о том, что они стали махрамами для всех. Мгм. В аяте такое не говорится. В аяте говорится, они матери правоверных. То есть, а как человек может на своей матери жениться? Не может, понятное дело. Поэтому здесь ограничение только на женитьбе, но не в чем-либо другом. Следовательно, Зубейр бин Аввам и Осман бин Аффан не являются махрамами. И для жен пророка, для Хазрета Аиши в частности, поэтому Хазрет Умер, зная это, он отправил их в хадж. Почему? Чтобы они просто обеспечивали безопасность и, наверное, если что-то нужно будет, чтобы они помогали, обслуживали их. То есть различные ситуации могут быть, на животных путешествуют долгое время и так далее и тому подобное. Вот. Это вот второй хадис, в принципе, по этому поводу. Есть такой момент, который я хотел бы, поясняюще дополнить. Хотел сказать, чтобы помимо того, что женщина путешествует, она должна это в первую очередь поставить в курс дела своего мужа, да, то есть, соответственно, своего махрама, о том, что она, допустим, хочет поехать куда-то. То есть, соответственно, если она просто поедет без спроса, это уже будет другая ситуация. То есть она, получается, уже без спроса, уже, соответственно, мужа уже поехала. Это уже, да, это уже другой вопрос. Это уже этикет взаимоотношений, это уже подчинение жены мужу, да, соблюдение субординации. Естественно, что в исламе, в исламском праве жена должна слушаться мужа. Поэтому она при выходе из дома должна брать разрешение. Вот, поэтому, естественно, без разрешения мужа, если муж ей запретил вообще идти по тем или иным причинам, она не может выходить в путь. Это отдельный момент. Но если муж разрешает, то есть ли какие-то ограничения, которые наложены шариатом, мы сейчас об этом говорим. Да, вот, поэтому с учетом, во-первых, мнения некоторых ученых, которые остались в меньшинстве в классическом исламском праве, а также мнение уже современных ученых, которые интерпретируют вот эти вот хадисы и фетвы с учетом изменившихся современных условий жизни, говоря, что ограничений в путешествии женщины нет. То есть она может без махрама одна путешествовать на расстоянии дальше 90 километров. Дальше 90 километров, потому что трехдневный путь, скажем, в современном понимании, ученые пересчитали. Они пересчитали из критерия времени на расстояние, потому что сейчас уже средства передвижения современные и уже мерить 3 днями как бы не актуально. За 3 дня можно, мне кажется, даже и весь мир облететь. Да, в принципе, нету точки на земном шаре, куда, наверное, за 3 дня нельзя доехать, грубо говоря. Вот. Поэтому перевели это уже в расстояние. Поэтому современные ученые есть, которые говорят, что женщина дальше 90 километров,
без махрама может отправляться в путь, если обеспечивается в пути безопасность жизни, чести ее имущества. Вот. И есть ученые, которые, чтобы, скажем, выйти из ситуации, потому что если ограничиваться 90 километрами, то, грубо говоря, вот в Крыму, например, из Симферополя в Керчь женщина одна на машине проехать не может. Даже, то есть на 100 километров проехать не может. Но по современным меркам это очень стесняет жизнь, когда, например, мать, отец могут жить, скажем, в каком-то селе за 100 километров и проехать туда буквально 1,5 часа пути туда, там 1,5 часа обратно, час посидел, проведал мать отца и вернулся. Родители могут быть в больнице, могут еще другая какая-то ситуация быть, например, муж может быть в командировке, может быть на работе. То есть, и когда женщина путешествует в машине, в комфортабельной, в современной, где работает кондиционер и так далее, по трассе, где есть камеры, понятное дело, что правоохранительные органы работают в современном городе везде, то опасность жизни, имущества и чести, она отсутствует. То может ли женщина? Да, может, согласно вот уже мнению современных ученых, которые за основу берут безопасность женщины и говорят, что когда пророк, вот те хадисы, которые мы в самом начале читали, имел в виду именно безопасность, поэтому данная фетва, как бы по сути, она не противоречит тем хадисам, где были определенные ограничения. Кроме того, хадис Ади бин Хатима нам откровенно об этом говорит. И есть ученые, которые стараются придерживаться именно формы. И вот они говорят тогда просто мнение ханафитского ученого, ханафитского масхаба, мы не будем как бы переводить на километры, вот 3 дня, все. То есть, тогда тоже, в принципе, проблема решается для современного человека, для современного общества. Вот. А какая проблема существует в современном обществе, если, например, есть ограничения? Мы в жизни это видим. Я уже озвучил, что женщина там в гости может к родителям не иметь возможности проехаться, если 3 дня мы пересчитали на 90 километров, и 90 километров она одна не может проехать. Это первое. А второе, сейчас женщины намного активный образ жизни ведут, социальная активность у них увеличена. Женщины работают директорами школ, заведующими детских садов. Они работают, скажем, в министерствах, на госслужбе. Женщина может судьей, например, работать, в прокуратуре может работать. Потом она может быть предпринимателем. То есть мы видим, что у женщин есть свои магазины или какие-то другие учреждения, организации они возглавляют. И то есть тогда очень странная ситуация возникает. Женщина может быть министром, например, образования, министром культуры, например, мусульманка, или возглавлять какое-то другое значимое учреждение. Или же быть предпринимателем, она может руководить, например, фабрикой, заводом, сетью магазинов. У нее в подчинении могут быть 50-100 мужчин, но в то же самое время без мужчины она не сможет проехать 90 километров. Да. То есть, некий абсурд такой получается. Да, получается некий такой абсурд. То есть женщина распоряжается миллионами, у нее в подчинении десятки людей, она выносит важные решения, может, государственного значения. Вот. И в то же время она не может проинспектировать, например, школу в каком-то селе, потому что она находится дальше 90 километров. Она что? Например, если работает начальником министерства образования, она должна мужа с собой таскать, или сына, или отца. То есть это абсурдная ситуация, по сути дела, складывается. Поэтому некоторые люди озвучивают, конечно, в современном мире фетвы прошлых веков, озвучивают, но не учитывают при этом изменившиеся условия жизни. Вот. А я думаю, что мы положение исламского права должны все-таки актуализировать и должны делать их такими, чтобы мусульмане, они
могли осуществлять свободно свою деятельность в обществе, чтобы, не выходя за четко обозначенные рамки шариата, вот, чтобы мы могли так объяснять, актуализировать некоторые положения исламского права, что не нарушая установленных рамок харам и лял, также это не стесняло жизнь современного человека, не ограничивало его в развитии, в деятельности. Вот. И чтобы это было привлекательным, потому что если человек видит, например, что ислам религия, которая запрещает просто-напросто проехаться на машине там расстояние в час, например, если 100 километров в час ехать, то 90 километров можно покрыть, то, ну как вы думаете, то есть такая правовая система, она будет для него, для современного человека привлекательной? Конечно же нет, то есть у него возникнет масса вопросов, поэтому, не выходя за рамки аятов, хадисов, необходимо просто нам понимать их как-то более, наверное, акцентируя внимание не на форме, не на букве, а больше на сути. А почему пророк это сказал? А почему мусульманские ученые вынесли такую-то фетву, например, 500 лет назад или 1000 лет назад? А если бы имам Азам Абу Ханифа, или же имам Шафии, или же имам Малик, или же имам Ахмед бин Хамбель, наши великие имамы 4 мазхабов, жили бы сейчас в этих условиях, в современных, они также бы понимали эти слова и выносили эти же фетвы, или же они свои фетвы пересмотрели бы с учетом изменившихся условий жизни? Вот. Я думаю, что скорее всего второе. Потому что они бы на верблюдах по современной Москве, Санкт-Петербургу, Симферополю, а ислам это религия для всех людей на земле, да? То есть по Стамбулу, по Парижу, по Нью-Йорку, по Лондону, они бы не путешествовали, они ездили бы на современных автомобилях, да, они бы жили в современных домах, вот, они бы пользовались всеми современными условиями, интернетом и так далее. И с учетом развитости коммуникаций, вот, мы должны, конечно же, актуализировать те положения, которые не опираются на четкие, однозначные установки в текстах, как, например, вот, свинину кушать харам. Все, там четко, там и через 100 лет, через 200 лет оно такое будет. Какие бы средства коммуникации не были. Если намаз нам предписан 5 раз в день, то он не изменится до судного дня. Как бы мы еще не развились, какой бы скачок, скажем, технологически мы, как люди, не совершили бы, вот эти вот предписания, они останутся. Обязательность закята, обязательность, например, уразы, запретность на потребление спиртного, запретность на ростовщичество, например. Кто бы как ни объяснял, это категорический запрет в аятах Корана. Да, он не изменится, но вот такие вот вещи, связанные с социальной жизнью, они, конечно, должны пересматриваться, опять-таки, в рамках шариата, естественно. То есть там есть определенные рамки, и с точки зрения науки усуль аль-фикх, то есть методологии исламского права, мусульманским ученым, именно специалистам, позволяется в определенном диапазоне, скажем, делать определенные выводы. То есть гибкость в исламском праве как раз таки посредством ичтихада она и достигается. И тогда ислам бывает религией, которая удовлетворяет нуждам людей во все времена. Вот. Следует еще одно сказать здесь. Некоторые говорят, а вот если мы пересматриваем этот момент, тогда с путешествием связаны у нас еще другие положения. Например, сокращение намазов. 4-ракятное мы делаем 2 ракята. Потом ураза можно не соблюдать. Там и так далее, и тому подобное. Например, джума намаз становится не фарзом, байрам намаз не ваджибом. Если человек богатый, он курбан может не совершать вот такие вот вещи.
Статус спутника у него. Да, статус спутника. То есть на каком основании вы запрет на путешествие женщине одной привязываете к безопасности, тогда как здесь, например, к трудности, сложности в пути мы не можем привязать это. То есть в данном случае первопричиной сокращения намазов является сам путь, вне зависимости от того, сложный он или легкий. То есть они говорят, противники этого мнения говорят, тогда можно сказать, что если человек путешествует в комфортабельных условиях, ему нельзя сокращать намазы. Вот. Но такого в фикхе нет. Да, действительно, такого в фикхе нет. То есть мы можем, например, сокращать намазы или не соблюдать пост, если едем на расстояние дальше 90 километров, вне зависимости от того, в каких условиях мы путешествуем. Мы можем, например, путешествовать на современной комфортабельной машине с кондиционером, нам соблюдать пост проблем нету, мы едем на расстояние 200 километров, грубо говоря, но мы можем и не соблюдать. Вот. Но здесь есть один маленький нюанс, который не учитывают эти люди, что в случае с путешествием женщины это вопрос социального характера. А во втором случае намаз, ораза, курбан, джума намаз и так далее, облегчение, когда в пути, это вопросы таабуди, то есть они связаны с поклонением. А в поклонениях нет понятия иллет. Иллет – это первопричина, то есть. Поэтому сам путь является причиной того, что эти легкости человек может претворять в жизнь, вне зависимости от того, есть сложность или нет в пути. Вот. Это хукма, это положение шариата, относящееся к поклонениям. Поэтому мы не можем понять их суть. Почему Всевышний предписал, например, 2 реката, а не 4 в пути, например, или же и так далее и тому подобное. А здесь мы можем понять суть. И она в хадисе обозначена, в хадисе Ади бин Хатима. Поэтому это 2 разные области. Социальную область взаимоотношения между людьми и область поклонения друг с другом с точки зрения усулюль фикха путать не надо. В первом случае иллет понятен, а во втором случае иллет, если законодатель нам не сказал, то мы его не можем понять, поэтому они друг от друга отличаются. И еще, наверное, в заключении следует сказать следующее, что можно ли женщине вообще выходить из дома одной? Да, конечно, можно. Здесь выходить из дома вообще одной, вообще ограничения нету, то есть проблем нет. Без разрешения мужа нельзя, а одной можно. 2 разные вещи. И вот когда говорится на расстоянии 3 дней пути, например, или 2 лет, имеется в виду за городом. За городом. Не внутри города, а от границ города 3 дня пути. И в пересчете на километраж тоже 90 километров от границ города. Значит, внутри города женщина вообще спокойно может передвигаться. С точки зрения шариата ограничений нет. И это еще раз нам подтверждает, что смысл ограничения ранее, которое существовало на передвижение женщине одной, именно безопасность, потому что в городе никто на женщину не нападет, там людей много, то есть, вот. А за городом там уже безлюдно, мы возвращаемся к условиям жизни аравийской пустыни на тот момент. Вот. И понятное дело, что обеспечение безопасности там очень и очень усложняется. Спасибо огромное за полезную информацию. Я думаю, что если у наших слушателей и зрителей появятся вопросы, они обязательно смогут к нам обратиться. А обратиться они смогут к нам в наши медиаисточники. Спасибо огромное, Айдар Раджа. Ждем вас снова. Ну а мы с вами прощаемся и ждем вас в следующий раз на следующие темы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Спорный вопрос. Мусульманская аналитическая программа.